1953 году здесь не было ничего. Ни людей, ни большого города, ни огромного автозавода. 68 лет тому назад на зыбкую песчаную землю вдоль Камского побережья он опустил первый росток. Так, в черте будущего большого города Набережной Челны выросло 40 гектаров леса. Этот лес будут называть Гафар Урмана. Ему было всего 15, когда началась война. Лесной техникум, где Гафар Хабибрахманов успел проучиться 2 года, пришлось бросить. В стране была объявлена всеобщая мобилизация. Практически все местное мужское население небольшой деревушки Охман Мамадышского района в первые месяцы войны было призвано в Красную армию. Жизнь в деревне, как право и по всей стране, стала совсем другой, неизмеримой с прошлым. Весь тяжелый крестьянский труд лег на плечи женщин, стариков и детей. Ему, 15-летнему подростку, доверили возглавить колхоз. Бригадир дагы, председатель калдым. Шулай итеп чәчтем, урдым, җыйдым. Колхозчыларга 2 ай хезмәт көне биргән идем. Шуны да электәшкәннәр дагы нигә? Meni tutup aldılar, beni şeyden tutup aldı, seni suyu itemiz, ruhsatsız itmek bir yana deyip. No, ben şundan sonra da koştum. Koştum nige, Stalingrad yağından aparan itirişke. Идеологическая машина косила всех без разбору. Вряд ли бы кто-то разбирался в истинных намерениях мальчишки, который хотел накормить своих односельчан. Первым же эшелоном, поддельным документом он ушел на фронт. Для него это решение было спонтанным, но тогда, как признается Гафар Абый, у него не было страха перед смертью. Им управлял юношеский максимализм, он мечтал совершить настоящий подвиг и вернуться домой героем. Но у судьбы были другие планы на сей счет. Война в действительности оказалась совсем не такой, которую он рисовал себе в мечтах. Судьба его забросила в самое пекло. 23 июля 1942 года шли ожесточенные бои на западном берегу Дона. По плану немецкого командования, именно на юге в летнюю кампанию фашисты должны были нанести решающий удар, для реализации которого было сконцентрировано более трети всех пехотных и более половины всех танковых соединений вермахта. Большая излучина Дона стала ареной жестоких сражений, в одном из которых Хабибрахман Гафаров получает первое серьезное ранение. Бana şul Don Kırpırı'ndan başlandı benim boyama operasyonu. Ve şunda biz Mikhailivka'dan ağılga varıp gittik. Köprüde aldık anda. Şunda ben kantozi aldım. Bana şul başka benim. Ve Saratov'a verdiler beni. Saratov'da bir hafta yattım da valisi sonra Kazan'da Pyatigradsk'ı valisi yattım. Он очнулся в госпитале. Рана была серьезная. Только через несколько месяцев пошел на поправку. Почувствовав себя значительно лучше, Гафар Хабибрахманов снова делает этот отчаянный шаг, удирает из госпиталя на фронт. Что сказать, мальчишка, ростом всего-то в 1,5 метра, который пулеметом-наводчиком штурмовал вражеские позиции. Командование действительно его ценило за эту прыть и отчаянность. Доказательством тому служат многочисленные благодарственные письма, ордена и медали. Штаб дивизияны прикрывает барады, уземный взвод белән. Вот шул чагында bir самолет, значит, безнең штабы чыгып киттеләр, безгә, значит, атып, тагы юкка чыкты. Hadi jagada sopku diye batımızda tavanda ne belki tavlar. Şu sopku arkadaşına gelip çıktı. Bana komandı verdi, komandır zvodu bir dey. Lakihin diyen leytenant diye komandır zvodu şahında. Открыть огонь dedim. И ben verip sürdüm neyse samolyotuna. Вот şundan da şimdi komandır zvodu gazda şimdi. Орден Красного Звезды, а меня за боевые заслуги верили. Подошел. Но в 1945 году для Гафара Хабибрахманова война еще не закончится. Его гвардейская дивизия после победы будет переброшена на Дальний Восток и в Монголию, где советские войска встретят упорное сопротивление противника.
Лишь в 1950 году он вернется домой. Как и обещал своим родным, вернется настоящим героем. Но почивать на лаврах ему долго не пришлось. Такой уж неугомонный характер. Нужно еще было успеть закончить техникум и обустраивать личную жизнь. В 1953 году молодому леснику, герою войны Гафару Хабибрахманову, страна дает еще одно стратегическое задание – вырастить лес для будущего города на Каме. За свою жизнь он построил дом, вырастил детей и посадил 2000 гектаров сосен. «Я уже слишком долго живу», — говорит 96-летний Гафар Абый. В его жизни действительно было много разных событий. И рабочие будни, и семейные праздники, было все, и радости, и горе, разочарования и победы. В его большой книге под названием «Жизнь» много частей, но главная из них — про войну, ведь только она так часто ему снится. Кра. Соғыс кра. Көп кра, соғыста кра, соғысты құлақта да кра, тұрмышта кра бек көп, иптештер кралар, түш бек көп кра. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.